Как говорится, журналист получает информацию откуда-то, он ее, да. Но я вот имел в виду именно вопрос такой, что вот как относится именно союз журналистов к тому, к извращению фактов. Когда журналисты именно сознательно провоцируют на что-то и извращают. Потому что сколько раз было так, говоришь одно, слышишь совершенно другое. Абсолютно. В общем, здесь может и мой хороший коллега, тоже Инна, там, бывший там журналист, и очень хороший журналист, там, может добавить. Но в реальности, когда, конечно, жанры разные. Это или газета, или журнал, или радио, или телевидение. Но когда говорит о газете, например, там все-таки, может быть, там где-то там видовики или маленькие такие, где один человек занимается, сделает свою газету маленькую. Там, может быть, извращения такие, ну, в реальности там трудно там. Только возможно, когда он неадекватный, который сам издатель, в общем, занимается, сам сделает свою газету. Но в реальности в большом газете так, что я, например, как репортер, пишу что-то, посылаю в редакцию, там другие люди, которые поставят там заглавие, может быть, слишком много слов, убираю кто-то, может быть, найдут какую-то цитату поставить там, а какую они поставят, возможно, это не то самый важный. Может быть, например, просто места нет, или надо фотографии, чтобы больше было. Надо убирать там 10 строк. А какие? Можно и сделать, что и смысл изменится. И такие вопросы в редакциях ежедневно. Когда вы сидели бы на совещаниях там, в каких-то редакциях когда-то больше, где-то меньше, но это такая вечная, как я читаю, проблема. Такие, что просто когда много людей занимаются с одним продуктом, там, и когда все-таки очень трудно, в общем, каждый момент там советовать, ну посмотри, там, это правильно сделано или нет, часто, в общем, нет времени просто. И поэтому это один возможность, просто от такого технического, там, что разные люди занимаются с одним продуктом, и получается такое извращение там, информации. И может быть и даже потеря самых важных так, моментов. Там. Другой момент, конечно, то, что когда кто-то хочет по своим соображениям, политическим или может быть какое-то влияние как-то хозяйственных, экономических сил попробует конструировать свою историю в какую-то сторону или в общем такое тоже возможно. Конечно, чем дальше, когда начиная с начала эстонское государство и так далее, когда совсем дико было, теперь уже более цивилизованно, но все-таки и такие бывают. Такие. В общем, там разные возможности. Да, а вот сам союз журналистов, он как-то влияет на это, может влиять или как-то вот делать такие вещи, как вот официальные, там, говорит, это, вот к такому-то журналисту, который прибегает к таким, это, как говорится, ну, я не знаю, осуждение какое-то, или что-то такое. Именно воспитывать нашего журналиста, чтобы он был все-таки честным, порядочным, как говорится, гражданином. Да, у каждого сектора такое солидное есть свои такие органы, которые занимаются такими вещами. В Эстонии есть даже два. Такое, Эстония большая. Одно аваликусena nõukogu, а другое пресс-nõukogu. И это две совместные такие комиссии, где сидят солидные люди разные, и с редакции, и общественных организаций, и политических лидеров и так далее, и куда можно посылать свои жалобы. И когда вы посмотрите все они интернеты, даже можно найти, и там можно и даже в конце года устроить такое
такое общее такое постановление, что в реальности в прошлом году было, и вы можете там посмотреть, какие редакции, жалоб, сколько при каждого, у какого-то издания, у которых журналистов и так далее, и так далее. Потом можно и посылать жалобу. Но реальность больше это то, что этого статью или какого-то видеосюжета там, что комиссия найдет, что там такого не было против неэтично или извращения какой-то информации или оскорбления или так далее. И там можно анализировать, и такие анализы создаются каждый год, там, и даже 2 таких комиссии. Посмотрите. Да, но дело в том, что... Да. Значит, вы сам не старый, да? Нет, я в Таллине, коренный таллинец, хотя живу около Тарта. Просто хотел спросить, что вот многие сейчас считают, что как бы власть в Эстонии находится в руках так называемого тартусского клана. То есть часть людей, там тот же Альсип и Лар и Тарту. Вот просто интересно, кто из вот сейчас людей, находящихся во власти, с кем у вас из них какие-то дружеские отношения? Первое, я могу сказать, что